В современном виде маевка возникла сравнительно недавно. В июле 1889 года Парижский конгресс Второго интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. Официальным праздник стал в 1917 году, а ровно через 75 лет переименовали в праздник весны и труда. Этот день старались отметить ярко и со всей возможной выдумкой. Демонстрации 20-30-х годов запомнились парадом физкультурников. Как в бразильском карнавале, каждая организация представляла свою визитную карточку. Авиаторы на машину-стенд громоздили огромный самолет, а речники – макет сухогруза. Миасат Муртазова – одна из тех, для кого 1 мая – особый праздник. Свой трудовой путь женщина начала еще в 60-е. Воспитанница детского дома школу окончила с золотой медалью. Училась в Дагестанском пединституте. С физикой с тех пор не расстается. Преподавала студентам, потом пришла в школу. За учительским столом 52 года. В красном уголке грамоты и медали за заслуги перед Чеченской республикой, победа в престижном конкурсе «Учитель года», награды за добросовестный труд и многие другие. Эти награды и обязывают. Эти награды и призывают. Ну и, наверное, пока работаю, я всегда считаю, соответствовать тому месту, которое я занимаю. Да, пожалуй, самое большое достижение, я считаю, ту службу, которую я детям подарю. Результаты вроде хорошие. Дети любят физику. Миасат Муртазова рассказывает, что в советские годы на шествие выходили целыми семьями. Ведь для нескольких поколений демонстрация была любимым праздником. Вот этот день подводил итог нашей работы. Я помню, в этот день именно называли лучших учащихся, которые работали на винограде, и вручали путевки. Мы по этим путевкам, знаете, где только не побывали. Мы были Юрмала, мы были в Ташкенте. Регулярно, почти группа за группой ездили то в Ленинград, то в Москву. В республике 13 отраслевых профсоюзов, в которых состоят более 100 тысяч человек. На подготовку транспарантов, флагов и баннеров ушло более 2 недель. Последние годы как раз тенденция роста активности населения. Думаю, что последние 4-5 лет, может быть, особенно последние 3 года. Связано это с различными обстоятельствами. Это то, что растет все-таки гражданская активность. Люди уже знают, что под лежачий камень вода не течет. Надо говорить о своих требованиях, о тех проблемах, и поэтому активно выходят. Достойная зарплата, достойная старость. С таким лозунгом на 1 мая выходят трудящиеся Чеченской республики. Над толпой развиваются флаги, а в руках транспаранты с призывом к солидарности. 1 мая традиционно более чем в 140 стран мира проходят праздничные митинги и шествия. Сегодня праздник видоизменился. Масштабные макеты заменили на плакаты и стяги. Однако демонстрация по-прежнему собирает тысячи людей. В первый майский день россияне спешат на площадь, чтобы вместе отметить День весны и труда. Елизавета Чепханова, Адам Чеков, Зелимхан Закаев. Новости.